Так, ну что, пошли буриться. Рыба здесь есть, походу. Надо ее ловить. Не зря мы сюда 5 дней пробивались. Так, ну что, у нас пока затишье. Так, есть у Саньки 1, у меня 2. Удочки молчат. Поклевка, говорит, Санька, была одна такая робкая. В общем, пробурил еще 7 лунок. 6, наверное. 7-ю начал. Пробуем. Достал новую мормышку, в принципе. Леска потоньше. Просто беленькая вольфрамовая мормышка. Попробуем на нее. Как бы, в принципе, она спасала всегда ситуацию. Глянем. Может быть, и на этот раз что получится. Древняя удочка такая, беспонтовая. Не нравится мне вот с таким. Кивок еще. Железный. Я уже 100 лет от них ушел. Тоже не нравится. Люблю силиконовыми кивками. Хотя он и чувствительный, и все такое. Ну, не нравятся они мне. Ломаются. Не то. Силикон и силикон. В любой мороз. Не хочет. Что-то ему не нравится. В принципе, вот эти, я бы не сказал, что так плохо клевали. В принципе, тюкали сразу, но может, возможно, я им попал под нос. Ладно, пока долго сидеть не будем, быстренько проверяем. Времени остается уже мало, скоро будет темно. Скоро все стемнеет. Так, здесь уже у нас мельче. Ну, свал с ямы. Вот там на последних лунках будет вообще мелко уже. И начинается перекат. Тут такая типа ямки. До ямки и после ямки перекаты идут. Не сказать бы, что я здесь ловил ведрами, но понемножку всегда ситуацию спасала. Вот пока поймали только 3. Что, хитрую мормышку нашел? Этот, фосфорную. Фосфорную поставил? Да. Тяжелая? Не, легкая. Ну тут, в принципе, яма. Что. Так я еще и этот. А, снизу мормышка тяжелая. Угу. Я думаю, что он там мудрит. Ну, в принципе, у меня от Васи Чупина тоже там фосфорная, которая длинная. У меня там мормышки эти фосфорные, они все. Там, мне кажется, божья коровка тоже все горят, а не фосфором. Да? Да. Ага. Значит, надо подзарядить их. Сейчас я смотрел, он тоже промучился, бедный, по наледи ездил. У них какие-то белые рыбки, таких у нас не водятся, блин, у них на ударе. Типа елец, наверное. А, елец, да. Елец, у них елец. О, или что это? Как мелкий харис. Казалось. Не люблю эти железные кивки, это пипец. Какие железные кивки? Ну вот такие вот. А, я их вообще, блин, не ставлю. Это одна из первых моих удочек, наверное. 100-летняя. Если крупный попадет, оборвет, тут леска 0,14, наверное. Тем более давно не перевязывался уже. Ну пусть хоть оборвет уже, хоть посмотреть на него. Почувствовать его. А ты с фонариком отпускай. Если с фонариком, да? Да. Это нормально, это нормально. Это бывает. Не хочет.
От... уже поздно, наверное, из-за этого. Ну, не знаю. Я, наверное, засыплю все удочки эти. А я тоже захочу засыпать, я не хочу брать их с собой. Зачем? Да, посмотрим, что за ночь покажут. Может, что-нибудь да зацепится. Может, что-нибудь хоть оторвет? Че, сильных морозов нету, не должно промерзнуть. На улице тепло. Еще мельче. Там, да, там уже все мелко. Но тут я ловил раньше Ну а почему нет-то? на выходе. Тут даже голяны вот попадались на мелкотемне, помню. Поймал как-то голянчиков, поставил жерлицу типа на ямку, на щучку. Нифига не поймал. Ладно, выключимся, что. Нет поклевок пока. Так, сейчас я сам достал уже. Время без 15:04. Надо на самолета поставить. Я поставил. Без 15. Какой 4? Без 15:03. Без... Я думаю, как 4. Да. Время без 15:03. Мы где-то уже здесь около часа, да, наверное? Да, час уже получается. Все. То ли всего было 3 рыбы, да. У нас улов не изменился. Вон, Санькин первый. 1. И вот у меня то, что Санька вот про первую лунку пробурил, вот этого поймал. И у меня вот 2 и 3. Они даже не замерзли вон до конца. В принципе одинаковые вон, одинаковые хорюза. И один там такой же, 4 хариуса. Ровно столько же, сколько у нас было на первой рыбалке в первый день. Ну и второй тоже. Такое ощущение, что по 4. Ну давай хоть 5-го что ли поймаем, чтобы победить этот счет. Четвертной, так сказать. Оббурили всю ямку от выхода. Ну, до входа немножко еще не хватило там, потому что еще тропу не сделал, не стал пока бурить. В общем, клев прекратился. Сейчас что мы делаем? Санька оставляю здесь, пусть пока до темноты еще подергает. А я возьму лыжи, пешню и попробую пробить вот этот перекат. Если получится, если есть возможность, прокачусь сегодня на буксировщике, чтобы завтра хотя бы была небольшая тропинка. С утра приедем здесь, попробуем. Нет, так поедем дальше. Как-то вот так. Не унываем. От нуля ушли. Уже хорошо. Чё, нормальный хорюза, что? Я доволен. Что? Тем более сегодня мы день заезда и уже с рыбой. Первый день-то тогда мы вообще день заезда ничего не ловили, получается. Мы ночью приехали, блин. Так что уже вырвались вперед. В день заезда у нас уже 4 рыбки. Все, тишина. Вон, на одной получается на раз, два. Я на 3-й лунке поймал. На 2-й даже получается, наверное. Санька на 1-й. И все, на этом все остановилось. Червяк, опарыш, нимфы. Все уж перепробовали. Ни одной поклевки. Скорее всего, время клёва кончилось. Мы просто немножко под занавес успели. Ну, в таком случае, если это так, есть надежда, то завтра с утра может что-то поклюет. Так, ну все, Санек, я тебя оставляю. Пошел я дорогу делать. Если получится. Не знаю, такая наледь. Вон туда. Там не хожено еще. Я до сюда доезжал, дальше не ездил. Просто здесь самое широкое место, ямка. Как бы я знаю, что здесь лед есть. А дальше не знаю, что там дальше под таким слоем снега. Ладно, будем пробовать. На снегоходе быстрее по-любому, Сань. Намного быстрее на снегоходе. На урагане я пролетел, а на лыжах вот так вот. Я весь в мыле уже. Я бы также пролетел поверху, но видишь, там где-то в 3-4 местах просто льда не было, проваливалось. Как бы лучше перестраховаться, чем не достраховаться. Фу. Вот так вот. Смотри,
через каждые 5 метров, блин. Вода, нигде сухого льда нету, везде вода. Вода, везде вода. Вон даже здесь на буранке то проваливается. В 5 метрах возле бревен льда даже нету. Короче, снег, водяная вода, потом водяная каша. Там где-то лед есть местами, где-то нету. В общем, до сюда вот дотоптал. Там дальше вроде перекатов не было до конца плеса того. Завтра немного, не знаю, постынет, не постынет, но все равно ходом-то я пойду, отцеплюсь до сюда, до тебя здесь оставлю, сразу ходом рвану до конца плеса, там попробую развернуться, приеду и пусть тынет. Нам на завтра фронт работы хватит того плеса, да? Угу. А на сегодня все. Вот як я... Ой, нож примерз. Так вот я делал, ножом обратной стороной. Потищу. Постучу вот так. И дальше. Ну это здесь есть чем стучать. Вот такие вот каблуки нарастали. Сколько, час, да, где-то я ходил? Не знаю. Ну, не меньше часа. А завтра я это проеду. Надеюсь, проеду за 5 минут. Фух. Пошли в избу. Я весь опять мокрый, хоть выжимай. Что, не клевало больше? Вообще. Ну и ладно. Засыпал лунки? Да? Мои тоже? Да. Молодец. Все, погнали. Избушечку родимую! Традиционное подведение итогов сами по сети. Вот он первый был. Самый такой. А эти одинаковые, как братья, вон близнецы. 4. Не изменяем традиции. 4 татарина, 4 татарина, 4 татарина и 1 армян. А где армян? Ушел? Армяна я отпустил. Армянчика? Армянчика. Понятно. Ну все, погнали. Наконец-то в избе. Затопили печурочку. Что там по градусу у нас? 10,5 градусов плюса в избе. Минус 6,4 на улице. Теплынь. Чайковского хрипанули. В общем, сейчас немного остынем. Остынем, блин. С улицы зашли, немного остынем. А что, так есть? Я, допустим, употел. Ты нормально? Не замерз, ничего? Знаешь, ты потеешь, я тоже почему-то потею, блин. Да? Ты топчешь дорогу, я устаю, блин. Не знаю, я уже весь мокрый, даже пока не раздеваюсь, потому что еще кое-что надо сделать на улице. Что, снег-то будем сегодня скидывать, нет? Скажешь? Не похуй. Все равно я могу ее скинуть. Пока не разделся только. А без разницы. Там полчаса делов-то. Да, что тут с этого Что, козырька давай снять? тогда ты это тут ужином. А что мне нужно только погреть и все? Ну, а я только скинуть, да и все, что мне там 15 минут. Чтобы уже не отвлекаться на эту фигню. Хотя бы козырек вот этот. А скинуть так, все уже скинуть, что? Ну ты ж по крыше не будешь лазить, то ли рвать. Ты че? Да? Конечно нет. Ну ладно, с козырька тогда скину, да и все. Козырька, чтобы его не подымало бревна только, да и все. Ну. Скинуть надо. Пускай лучше на крышу Ладно, давит всё. сюда, прижимает. Мало мы употели пока. Все равно сушиться надо, все равно весь сырой. Так что еще физ минутка. И все, и потом уже садимся ужинать, отдыхать и все такое. Пошел я арбайтен. Схватился. Ай, горячо. Сейчас мы будем кушать. Ты прям сюда? Да, прям на газету ложи. Потом поменяем. Ты шурупы-то закрутил, нет? Нет. Ой. У меня отвертка далеко была. Наконец-то. Знаешь, что надо? Надо вот эта полежка просто в само бревно. И саморез уйдет туда. Да зачем у меня отвертка есть? Где она у тебя еще? Она у меня в рюкзаке. Рюкзак здесь.
меня все под рукой. Ты не поверишь. Все свое ношу с собой. Да. Вот она, вот она. Я же говорю, она здесь. Это рыбацкая походная? Это ножи закручивать. Может быть, она и не закрутит, потому что это я немножко кончик стачивал. Специально, да? Да, чтобы глубже брать, а то упиралась у меня. Закрутил вроде, да? Осталось боль. Ой, чуть. Как? Тут и бело. Какой ножки? Так, Так, давай. этот... Тебе сок разбавить? Да. Он сладкий слишком. Вот так. Что у нас сегодня на ужин? Чем нам сегодня? Макарошки с котлетками. Котлетки с пюрешкой. А у нас котлетки с макарошкой. Котлеты заливные. Ну это вообще. Типа соуса почему-то. Макарон много положил, соуса-то поменьше было. А у нас же еще майонез где-то был. Достать майонез? Не, майонез нету, не ложу туда. Ну ты себе-то что хуже делал? Нет, я на хлебушек помазать. Хлеб помашь. Позвони мне, позвони. Позвони мне ради Бога. Это мне. Это тебе. Это друзьям. Это на всякий случай. Старые стопки так и куда-то посел, блин, ушли. Просто ушли. Я не вожу с собой, потому что знаю, что у тебя есть. Есть. Так у меня же тоже есть старые стопки, тоже кто-то, ну, кто-то этот. Ну, короче, многие У сделали. тебя большие, да? Или такие Нет, же? у меня большие. Ну, я говорю, помню, у тебя большие. Так, что сначала по лекарству, да, немножко? Да. Дальневосточного бальзамчика по полстопочки, чтобы силы восстановились после сегодняшнего дня. Сегодня поспали мы мало. Вот что за манера, да? Хорош. Что за манера? Вроде уже не первый раз иду на рыбалку, да? Не в первый раз. Но каждый раз одно и то же. Вот ложусь спать, и в голове все крутится, вертится, не могу уснуть. И 9, и 10, и 12, и час, и 2, и 3. И начинаешь уже в бешенстве. Понимаешь, что через 2-3 часа уже вставать, а ты еще не поспал. Вот начинаешь, что там на комментарии отвечать, то еще что-то. Друзьям полную. А то опять скажешь, половинку налил. Бальзамчик дальневосточный. Игорь Александрович. А что говорят? От да? Игоря Александровича. Говорят, да? Ну, кто-то сказал мне, а что ты, говорит, там половинку ты наливаешь? Чувак любит по полной пить, а ты взял ему половинку налил. Да. Написано энергетик, но на самом деле это дальневосточный бальзам от Игоря Александровича. Все растягиваем удовольствие чисто по стопочке, и потом рыбацкий. Так, ну что, Сань, давай подведем итоги сегодняшнего дня. Выехали, до сюда доехали, это хорошо. Экшн-камеру пока, надеюсь, не нашли. Может быть, надеюсь, все-таки найдем. Но пока ее не нашли, это плохо. Смогли добраться до той заветной ямки, куда я пробивал дороги в прошлый раз, рискуя быть провалившимся. Это хорошо. Но воды очень много по бокам, и дальше все вода. Это плохо. Протоптал я километра 2 сегодня, пропотел все до темноты, чтобы на завтра можно было проехать. Это хорошо. Не смог я до конца плесать. Все, силы кончились и потемнело. Это плохо. Клюнуло сегодня почти сразу. И на ямке сразу клюнуло. Тебе, потом мне. Вроде начало клевать, это хорошо. Но потом все перестало, это опять плохо. Это как у Сереги Башко уже получается. Надо, чтобы всегда было два путя. Чтобы туда или сюда. Вот у нас было два варианта сегодня. Идти вниз или вверх по течению.
мы выбрали, пошли вверх по течению. Ну, угадали, не угадали, это завтра покажет время. Посмотрим, попробуем, потом попробуем вниз пробиться. Ну, каждый шаг это дается очень тяжело, потому что я вам честно говорю, вот снег, под снегом вода, под водой где-то каша, где-то каши нет даже, льда практически нигде нет. Ну, протоптали как по асфальту, да, получается. Местами, опять же, где была вода, там лед. Где вода на снегу была, там нормальный лед. Где провалился, там лед вот такусенький, только 2 сантиметра. Но где я шел по снегу, но букс держал, и он до воды не провалился, вода просочилась чуть-чуть как бы только. Там опять же ногами проваливаешься, на сегодня продавили, должно быть нормально. Так Ну что, и к чему ты шел? так что давайте выпьем за правильный путь. Чтобы всегда выбирать тот путь, который правильный. Давай. Я сейчас усну. Вот сюда. Это я не вычитал, это я сам придумал. Ты сам придумал. Да-да-да. Конечно, сам придумал. Где ты это Я вычитал? сегодня шел на лыжах с такими каблуками, по 25 килограмм каждая лыжина, и думал, что я вечером все это скажу и выскажу. Вот ты не запей, попробуй, все, весь букет трав, немножко шоколадом отдают, немножко той травы, немножко этот, золотой корень там, женьшень, все такое. Чувствуешь? Чувствуешь, как у тебя силы? Чувствую. Но не могу. Вот у меня просто я так взбодрился, что я готов дальше одеть лыжи и топтать. Лекарства как будто бы столько там. Все, остальное на завтра у нас где-то вот так еще где-то есть. По чуть-чуть. Я говорю только чуть-чуть. Забыл, как зовут-то ее. А, ложка у меня. Ты помнишь где? Ведри. А ведро в избе, а изба в лесу, а лес в тайге, возле реки. Игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце. Такие фантазеры раньше были, да? А Серега-то не ездил дорогу топтать? Осипов? Нет, он вообще никуда не ездил. Он и эти выходные, говорит, никуда не поедет. Ухту собирался вроде бы. Мне кажется, надо помощнее. Даже вон, через снег в земле вот нашел, вот что-то пищит там. Может он полезный ископаемый нашел. Да может какая-нибудь банка валяется, что-нибудь такое. Наверное. Вот лишь бы тоже пищала. Алюминиевая банка из-под пива, бля, выкопал. А там ничего не пикнуло. Вот на это пинпоинт нажал, сердце ёкнуло. Пи. А это у меня телефон в кармане, и рядом с телефоном уже действует, получается, вот на таком расстоянии. Завтра я пойду искать. Ну, ты же знаешь, куда спрятал. Я уже тебе не доверяю. Ты же знаешь, куда Ты спрятал. уже третий раз хочешь искать его. О. Второй? Угу. 2 раза ты искал, не нашел. Теперь я приду. Это. Ну и чего? А хотя, видишь, как хорошо, на кирпичах стоит, блин, какая... Ну это я уже сейчас поставил, перед тем, как ты шел. Как на русской печке Я получается. сырые дрова запихал сейчас туда. Елка сырая, горит, блин, хоть бы хны. Ничего. Там осина на кого-то и береза есть еще. Она не совсем, она вяленая, наверное. А реально, но она горит. Ничего. Могло быть и лучше. Дома сегодня, не сегодня, вчера. Правда, уже немало, солочка, нормально просолилась. Один хариус, вот этот крупный, который с икрой был еще. У тебя один был с икрой? Угу. И у меня был один с икрой. Вот, и так, ну, икры так порядком уже, блин, потому что она с рыбой так посолила икру отдельно. С рыбой отдельно. И так получилось на бутик, ну, шикарный бутик получился. Кто съел? Ну, я говорю, Валя бутик, и мне бутик, А, 2 да? бутика, да. Нифига не получилось 2 бутика. Ну, ты, наверное, толсто мазал. Нет. Не, нормально я мазал, получилось 2 бутика. Не, дочка у меня. Нормально, нормально. Съел. А Генка что-то вот искусственную икру ест, а от этой отказался.
Хотя прошлый год рубал. Не пробовал, да? Прошлый год ел. А не, он рыбу вообще что-то перестал есть. Был мелкий, вот от такого до где-то такого, лет до 4. За уши не оттащишь, блин, так. Все, переел дробленый круги. А у нас что-то все дети так. Рома потом вот что-то начал уже, наверное, годам на рыбалку ездить, да что-то малосолка. Где-то годам 12, наверное, начал он уже есть. Лена вот только-только начинает, вот 16 лет, да? Тоже сейчас вот ехала. Блин, может рыбу взять. Он так делает, так даже ясь, говорит, соленый, так, ну, вкусный, говорит. А потом, блин, ее же надо будет чистить. Ну, не возьму. Ой, я говорю, Лена, говорит, я вроде уже полгода как студентка, а что-то тебя жизнь ничему не учит. Что думаешь, что за тебя кто-то должен делать? Ну что, давай, наверное, еще по маленькой. Сегодня дня рождения не будет. Сегодня все сделаем культурно, потихонечку, помаленечку и раньше спать ляжем, потому что завтра... Давай поднимемся завтра, я так думаю, в 5. В 5. Нифига ты в 5. Неделю! Я буду спать до 6. Ты вставай в 5. Ну ты же еще хотел это... Так я пойду искать. Ну вот, 5 подъем, я так думаю. Пока рассветет. Завтрак, ну, подъем мыльно-рыльный будет 6. Завтраком 6. Ладно, 6 уговорил. Нет, ты-то в 5 вставай. А что один буду делать? Ну, так ты этот, мыльно-рыльная пока. Нет, я это 3 минуты и все. Нет, надо просто, мы сегодня смотрели, да, в 7 часов можно уже выходить в сумерках. Мы пока доедем, у нас как раз будет 7:30 уже начнет светать. Уже будет видно. Может им как раз вот рано надо, чтобы на рассвете. Как-то летом на рассвете. Надо все пробовать. Ой. Что-то никогда рано не ловилось. А? Сколько помню, никогда рано не ловилось. А я помню, 5 утра пошел за водой, в землянке мы были. Ну, и поймал 2 штучки, 4-3. Чего? Пол-ведра. Мы шли вечером, в обед где-то выехали, тяжелая дорога была, таяло все, ну весна была, апрель где-то, наверное, было. У нас было 3, я, Женька и Васька. Мы пока добирались, там медвежью берлогу увидели, там реально там пар шел, там, ну, мы там чуть не обкакались, блин. Потом все, до речки дошли, мы что-то поймали, штук 7, наверное, всего. Пока от среднего плеса до землянки дошли, землянку раскочегарили, затопили, все, отдохнули. Утром встаю, воды нету, надо чайник поставить, воды нету. Ну, с собой не привезли. Там, не знаю, что, снег топили, что. Я говорю, надо за водой сходить. За водой пошел. 5 утра, солнышко, ну, было светло уже, и только-только начало солнышко вставать вроде бы тогда. Я такой, заморозок такой, утренник. Я такой думаю, удочки, также на стульчике, лунки готовые. Я пяткой так, раз лунку, раз, два, ну, пока думаю, воду набрать, думаю, да как кину, попробую. С старым опарышем, все мормышку. Бам! Бам! И понеслась. Я про воду-то забыл. Смотрю, где-то через минут 40, наверное, Женька потянулся, все. Отправил, говорит, дурака за водой. В общем, чай не попили. Я говорю, так как оторваться? Говорю, клюет не могу. Говорю, сейчас пойдем. Да, говорит, да, что уже, блин. Если они тоже зарядились. И мы вот этот от землянки, получается, ниже, ну, на левую сторону от землянки. Вот этот плес мы обловили, мы где-то ведро сразу выдернули оттуда. И хорюза такие хорошие. И пошли. И до обеда мы где-то каждый поймали примерно по ведру. До обеда. Даже чай не пили. Какой чай там? Вот в обед перестало клевать где-то 12, как отрубило. И пошли мы потом до избы, до газопровода дошли, там ниже, там воды, наледи много стало, там опасно, слева, право, все открыто. И перестало, и после обеда мы поймали где-то штук 5, наверное, на каждом, может, и того нет. А вот до обеда, вот с утра, с 5 утра до обеда, мы поймали, я домой пришел, взвесил, было 13,5 килограмм. Хорюзы. Вот пакет из-под рожек был такой большой у меня.
там что-то снастили, я вывернул. Туда я просто не думал, что только поймаю, у меня ничего не было, даже положить куда рыбу. Маленький пакетик был. А он плотный пакет, и вот без завязки, вот так вот, вертикально. А у меня корыто было еще, и я вот эти, получается, 3 ведра тащил на корыте. Они мне лунки бурят, а я тащу 3 ведра рыбы. Это мы поймали вот до обеда. С 5 утра вот клевало, ты говоришь, рано не клюет. И вот я к тому же и говорю. А после обеда вообще перестала клевать. Рыба же не кончилась. Так я сколько раз рано утром, блин, пытался, блин, чтобы клевало. Ну, было там, почему нет? Клевало, но очень редко. И Ты потом что, я, половинку? да, и потом я решил больше рано не выходить. Не-не-не-не, иногда раннее утро хорошо дает. Я уже по себе убедился, бывает. Я вот выходил, когда вот один ходил на рыбалку, с Чернышевской, вот избы, старый еще, выходил по темноте, потому что техники не было, и мне до вот этого плеса, куда мы сейчас путь держим, надо было где-то идти, ну, минут, я не знаю, 40, наверное, примерно. Я вот выходил вообще по темноте с фонариком. И вот шел, и вот когда я подходил, там я по лесу уже резал, еще перекат вот эти 3 раза. То есть я по бурелому поднимался, спускался, все на лыжах это было. И вот я как приходил, только начинало светать. Как обычно утренний заморозок, 25-30 градусов. Вот у меня фотографии есть, вот такие вот халюза, я с ними фоткался. Только светать начинает. Я весь в инее, а днем жара, хоть это, раздетый ходи, блин. Днем, скажем, 0, а утрянка была минус 30 было, минус 25 вот такое вот было. Это месяц, наверное, конец марта, скорее всего, было, что такое. А в апреле уже, получается, когда вода, мы с Григорьевичем ходили по воде уже вот так вот, ничего не клевало, блин. И опять же утром, я говорю, по темноте выхожу, вот утренний хлоп-хлоп-хлоп, вот до 9, скажем, до полдесятого. И все, до обеда так себе. Иногда да, иногда бывает как-то с утра поймал всего 6 штук. Где-то с 3 до 4 вечером я поймал вот черный пакет полностью по ручке. Ну, и говорю, когда как это, хрен поймешь, это вот. Хариусов, блин, он непредсказуемый, скажем так. Так что... Жар как? идет, и все, и лицо такое, на глаза. Нам, знаешь, что посоветовали? Видел, да, в комментариях? Нужно рацию купить. На Алике хотя бы Я читал. какие-то заказать. Я читал, да. Чтобы не так вот алло, алло, орать вот так друг друга там, чтобы не слышать. А рацию купить, и чтобы все четко было, блин. Даже вот ты завтра будешь до 6 спать, я бы с рацией пошел, Санек клюет, все, ты бы прибежал ко мне. Да? Да. Все, давай. Нужна рация. За рацию. А с друзьями? А с друзьями за рацию. Давайте, за рацию. Хорошо. Градусов, сейчас угадай, попробуй угадать. Оттуда дует. Ну. Градусов, наверное, уже 40. 36,6. О, температура тела. Зато на улице минус 6,1. Теплее, да? Минус 6,4 было. Теплеет и теплеет. Это не есть хорошо. Может пойти ветер поднимается, а может метель и все такое. Хотя метель тоже иногда клюет. Помнишь, деревья падали, оклевало? А мороз какой был, когда мы, блин, бич-пакета пожрать толком не могли, блин. Тоже клевало. Клевало. Да хорошо клевало тогда. Мороз клюет, я Харюс, я знаю, что мороз клюет. Ладно, Я вот так по воде шлепал там. Вот так по воде шлепал. нашли мы Харюса сегодня своего. Поймали? Поймали. Уже хорошо. Хорошо. Так, у меня есть там пару приветов скринов, но, наверное, уже завтра, да? Один. Буквально один единственный. Прочту. Ник-ник. Эх, хорошо, так как вам там. Классное видео. Ник-ник это, если мне память не изменяет, с Коломны Николай.
Если ошибся, то поправь, пожалуйста. Евгений Боровский. Привет, Геннадий, от меня из Днепра. Отдыхаю в глухозимье в селе между дежурствами и смотрю все ваши видео. Тоже хочется услышать привет. Женек, привет тебе огромный с рыбацкой избы, с лесной речки. Мы опять здесь, дня на 2 как минимум. Ну, если я обычно вот привет передаю, и вот которые на странице вот в скрин попали, тоже заодно и зачитываю. Валерий Одигов. Гена, ты так радуешься, молодец. Ты красавчик. Ну как не радоваться, когда вот не клюет, потом бац! И клюнуло, блин. Через 3 часа. Конечно, радуешься, тут каждому хвосту уже радуешься, блин. А вот Николай Ермол, что-то точки тут не... Смотри, тут про тебя, Саш. В защиту твою пишут комментарии. А я читал, да. Ну, Я же ответил. Ну, Геннадий, хватит наезжать на Сашу. Косячник. Он просто прикалывается. А надо кто? мной. Так я ему написал, говорю, прикольно. А кто из нас не косячил? Парень скромный и хороший. Видишь, как про тебя отзываются? Конечно. Вы хорошо вместе смотритесь. Пишу, посмотрев только треть видео. Дальше, может быть, еще скомментирую. Прочту-ка я комментарий от Сереги, с которым мы ездили. Это канал Carving Art. Резьба по дереву. Уже знаю, как переводится. С кем мы ездили до Нового года. Стоп. После Нового года при минус 37 градусов. Так вот он пишет комментарий. Геннадий, здравствуйте. Так и не научил, Серега, тебя говорить на ты. Все, вы. Вот приедешь весной, поедем. Я тебя переучу по-любому. С наступающим вас крещением. Санек, с прошедшим тебя днем рождения. Слышь, Сань? О, тебя с днем рождения поздравляют. Всех благ тебе от души. Геннадий, буду честным, но со стороны такое ощущение, что словно сглазил кто-то или много завистников. Желаю, чтобы удача всегда вам улыбалась, и пусть судьба бережет от негатива. Все будет хорошо. А в общем, ролик душевный. Поднял вместе с вами все 3 рюмки за компанию. За ваше здоровье и за Саню. Вторую часть буду смотреть уже в Сибири. Буду очень рад, если передадите мне привет из лесной избы, так как командировка предстоит долгая. С нетерпением жду ваших новых выпусков. Так, ну что, Серега? Скорее всего, когда этот ролик выйдет в свет, ты уже, скорее всего, будешь уже там, на работе, на вахте, в Сибири, как ты пишешь. Ну, а мы, как я тебе обещал, передаю привет с лесной избы. Мое слово остается в силе. Когда приедешь с вахты, это будет месяц апрель. Если будет лед, я надеюсь, он, если не здесь, на речке, где-то на озерах все-таки он будет. Рыба весной шевелится, все-таки шевельнется. Возможно, успеем на продольнички на Печоре. Ну, посмотрим, все будет зависеть от погоды. Но в любом случае, на рыбалочку мы съездим, как я тебе и Спасибо обещал. за поздравления, Серега. Так, ссылочка на канал вот здесь сверху. Если кто еще не знает Серегу, заходите, смотрите. Вот такой парень, мастер на все руки. Ну вот и все. Видишь, как быстро. Ну, пасашок и баюшки. Давай Как не посмотришь? буду больше. Не будем. Ну, наливай чай тогда. Не будем, так не будем. Хочу больше. Нет, так нет. Давай Чайковского. Давай с термоса, наверное. Чай не вскипел еще, да? Чайник не скипел еще. Я потому что этот. Вот, Сырого. сырого. Ладно. Полный чайник поставил. Давай чайку. Ой, бляха. Ай. На. Давай, что, рука заклинила? Да я вот это. Сейчас снег, когда скидывал, с неудобного положения взял, у меня что-то вот это, и жилу потянул большой кусок. Вот это жила. А, там чай допить. чай допить. Растянул что-то. Все думаю, что у меня это Всё, это вот их. силы немерено дури там, блин. Вот их. Оказывается, уже надо потихоньку, помаленьку. Старею. Однако. Однако. Нифига, есть еще порох в пороховницах. Как Славик, да? Есть еще порох в пороховницах, есть еще ягоды, да в ягодицах. Жене заказывал этот. Он говорит, подарите мне на день рождения там. Пяу-пяу. У якутов так якутов? называется она, блин. Забыл, как называется. Ничего страшного. Бим-бимка. Бимбимка.
Орган этот, орган. Мазай же тоже просил у Якута это. Я это отправил, но он ему посылку отправил. Там Да. мушки туда-сюда. Славка Якут так смотрел, прикалывался. Мази ему отправил тоже свах, там руки мазать, чтобы это. Ну вот, отправил, наверное, у него много их, если он отправил. Так он говорит, мне, говорит, ничего от тебя не надо, говорит, отправил вот это, бим-бим-бим-бим. Говорит, если что, говорит, деньги надо, куплю, и так с концами. Ну почему он же Славик же ему отправил? Бим-бим? Да. Нет. Да. Нет. Он нам вот на охоте, он нам, когда на весновке, он нам хвастался. Я, говорит, в следующий раз привезу. А, ну тогда я что-то не знаю. Это потом Славик ему прислал. А, ну может он потом, ну поначалу он... Не, потом прислал, он говорит. Ага. Он нам говорит, я, говорит, надо, я привезу. Не, я представляю, да, Я Мазай. ему сказал, привези. Он Ты говорит, представляешь, «Славик, да? я Вот привезу». Мазай с такой бородой там. А чё нет-то? Прикольно ведь. А если научиться на нем еще играть, это вообще классно. А что там, если слух есть, что там учиться-то? Ты слышишь музыку, вот слышишь эту вибрацию, и ты можешь напеть любую мелодию, в принципе. Если у тебя есть слух. Слуха нет, то ты просто будешь... бing-бing-бing-бing. Как дурачок, короче, будешь на небе. А если слух есть, то можешь даже... Вечерний Прикинь, в лесу вот тишина такая, да? звон. Вышел здесь на гору, да? На горе. На всю речку. Баяная там. И рыбы сами Ох, с луна выскакивают. Ладно, хватит Да, сказки всё. рассказывать. Поприкалывались и хватит. До завтра, друзья. Завтра будет день, будет пища. Надежда умирает последней. Пусть даже не клюет, она никогда не умрет. Всегда надеемся, всегда ищем, всегда ждем, никогда не унываем. Благодарю всех за поддержку, потому что вы говорите, да, все будет. Конечно, все будет. Иначе нельзя. Когда-нибудь все равно будет. Не будет зимой, весной оторвемся, весной рыба будет валом. Так что всем спасибо за внимание. Всем до завтра. До завтра.